Добрый вечер, дорогие телезрители. В прямом эфире программа «Акцент» и я, ее ведущая Екатерина Токамбаева. Добровольная уплата таможенных платежей в двойном размере больше не спасет злостных контрабандистов от уголовной ответственности. Лишение свободы от 2 до 10 лет в зависимости от тяжести преступления. Вот что теперь их ожидает. 18 мая 2022 года Джугурку Кенеш одобрил ужесточение ответственности за экономическую контрабанду. Соответствующий документ, законопроект разработало Министерство юстиции. У нас в студии замминистра юстиции Алмазбек Зарылбек Улу. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Да. Также у нас присутствует первый заместитель председателя таможенной службы Министерства финансов Улан Ашимович Кимсанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Рады вас видеть. Первый вопрос к вам, Алмазбек Зарылбекович. Зачем был нужен новый законопроект? Почему Министерство юстиции его разработало? Ну, хороший вопрос. Значит, как мы уже ранее информировали нашу общественность, в целях усиления мер по экономической безопасности в нашей стране, значит, Кабинетом министров было издано соответствующее распоряжение, в рамках которого был разработан соответствующий план мероприятий. И одним из пунктов этого плана было как раз-таки спущено поручение разработать соответствующий законопроект, предусматривающий ужесточение мер в сфере экономической контрабанды. Ну, я думаю, этот законопроект, он, значит, появился не на пустом месте, то есть причиной послужили складывающиеся обстоятельства, текущая обстановка, так скажем, оперативная в этом направлении, и имеющиеся правовые лазейки в действующем законодательстве, которые способствовали, ну, так скажем, развитию, да, именно развитию вот именно преступлений в сфере экономической контрабанды. Спасибо. Улан Ашимович, насколько сейчас остро обстоят у нас дела, проблемы с контрабандой? И вот какие лазейки вы на практике с этим сталкиваетесь? Что способствует развитию контрабанды в Кыргызстане по действующему законодательству? Спасибо за вопрос. Вот сейчас только мой коллега Алмазбек Зарылбекович дал информацию краткую. Он там подчеркнул именно лазейки. Ну, лазейки какие? Статья, которая ныне действует, это 231 статья «Экономическая контрабанда». Там получилась такая лазейка, что контрабандисты, они фактически не боятся этой статьи. Почему? Потому что могут спокойно, можно их содержать с контрабандой, то есть с экономической контрабандой. При этом они могут уплатить таможенные платежи в двойном размере. И определенные штрафные санкции, после чего уголовное дело в отношении них прекращается. В принципе, вот это и есть лазейка, да, поэтому для контрабандистов эта статья такой четкой, я бы сказал, преградой, ну, не оказалась. Поэтому вот пришли к тому, к чему пришли, и рассматривается именно вот эта статья «Экономическая контрабанда». Насколько много сейчас контрабанды? Вот если мы смотрим информационные ленты, то, по-моему, раз в неделю точно сообщается, что-то задержали. Ну, достаточно много, да, раз в неделю это в обязательном порядке, возможно и больше. Всю информацию мы тоже не выкладываем в средства массовой информации. Борьбой с экономическими преступлениями занимаются не только таможенные органы, есть другие правоохранительные органы, которые этим занимаются. И да, достаточно часто это происходит, к сожалению. К сожалению. Спасибо. Алмазбек Зарылбекович, давайте теперь об ужесточении наказания. Сколько нужно провести, чтобы сесть? Ну, давайте так, я объясню. Значит, действующее законодательство, она, значит, определяет определенные санкции в зависимости от стоимости предмета контрабанды. Значит, на сегодняшний день стоимость контрабандного товара, ну, предмета контрабанда, если составляет до 500 тысяч сомов, то данное правонарушение регулируется Кодексом о правонарушениях.
Данным законопроектом мы и в этот кодекс тоже внесли соответствующие изменения. Суть наших изменений в кодексе о правонарушениях – это мы подняли штрафы, то есть расчетные показатели от действующих в сторону увеличения. Это как одна из мер ужесточения. Второй момент, мы, значит, в кодекс о правонарушениях также вводим понятие орудия преступления. То есть транспортное средство или средство передвижения, да, на котором, значит, осуществлялась экономическая контрабанда, то она также определяется как орудие преступления, и по решению суда она, возможно, будет конфискована тоже, если это будет доказано. И также, значит, в данный кодекс вносится отдельная статья, выделяющая как бы понятие экономическая контрабанда. То есть там мы уже тарифы, штрафы расчетных показателей выделяем от общих штрафов, которые прописаны в Кодексе о правонарушениях. Что касается предмета контрабанды выше 500 тысяч сомов, это уже регулируется, значит, это правоотношение регулируется Уголовным кодексом, и мы, значит, вот данным законопроектом вносим в 231 статью Уголовного кодекса изменения. Суть изменения также, значит, мы повышаем расчетные показатели от действующих штрафов, мы поднимаем штрафы. Значит, также мы прописываем норму, где есть понятие контрабанда совершенная, экономическая контрабанда, совершенная в пунктах пропуска и вне пунктах пропуска. Значит, и мы там сделали четкую градацию о том, что, вот как Улан Ашимович сейчас отметил, вот в действующей норме, вот именно в 231 статье, там получалось так, что во всех частях этой статьи, будь это первая часть, вторая, третья, четвертая, лицо, совершившее правонарушение, а если в случае добровольной уплаты таможенного платежа в двойном размере, она уходила от уголовной ответственности, в том числе и должностные лица, если они были причастны к этому. Данным законопроектом мы эту норму мы убираем. Значит, в предлагаемом законопроекте контрабанда, экономическая контрабанда, совершенная вне пунктах пропуска, независимо это по тяжести первая часть, вторая, третья, четвертая, значит, возможность, уже уплатив двойной таможенный платеж, уйти от уголовной ответственности, она лишается, ее уже нету. Все рассматривается в рамках досудебного производства, и только по решению суда принимается окончательное решение. Вот. Также мы должны отметить, что в Уголовный кодекс мы вносим понятие орудия преступления, также, что если будет доказан факт экономической контрабанды, то у суда есть возможность, значит, конфисковать орудие преступления в доход государства. Получается, сажать за контрабанду будут в особо тяжких случаях, да? Нет. Если большой размер перевозимого груза. Да, вот здесь вот надо отметить, что если экономическая контрабанда, значит, зафиксирована вне таможенного контроля, вне пунктов пропуска, то уже с момента фиксации данного правонарушения возбуждается уголовное дело. В настоящей норме этого нету. В настоящей норме, значит, актируется, возбуждается досудебное производство, но в случае уплаты двойного таможенного платежа, то правонарушитель уходит от ответственности. Вот ужесточение, суть ужесточения именно в этом, что в случае вне пунктов пропуска, значит, обязательно только по решению суда с конфискацией товара, то есть предмета контрабанды, и транспортного средства. Улан Ашимович, как вы относитесь к такой норме, поддерживаете? Да, я хочу еще добавить, коллеги, чтобы простому человеку было более-менее легче понять, хотелось бы на примере, да? Давайте. На примере рассказать. Ну, элементарно возьмем территорию нашу, ну, и наши южные регионы. Южные регионы. Сопредельные государства у нас там Узбекистан, Таджикистан и Китайская Народная Республика. Здесь ужесточение идет в основном помимо таможенного контроля. Что значит помимо таможенного контроля или вне пунктов пропуска? Это значит, что у нас есть стационарные пункты пропуска, которые утверждены постановлением правительства. Они работают в штатном режиме. Помимо это значит, минуя эти пункты пропуска. То есть где-то, но не через пункты пропуска.
Вот когда идет все помимо, она будет наказываться достаточно жестко. По вот статья 231, там 4 пункта, по каждому пункту она будет, какие санкции идут. Санкции идут независимо, это экономическая контрабанда, это то есть по стоимости 500 тысяч выше это экономическая контрабанда, ниже это нарушение таможенных правил. Независимо от этого, когда идет помимо, предусматривается конфискация товаров и транспортных средств. Вот это отличает от нынешней статьи. А нынешняя статья сейчас как идет? Завезли с нарушением таможенных правил, помимо таможенного контроля, ну, условно на 200 тысяч сомов товаров, задержали, оформили нарушение таможенных правил, декларант, в данном случае лицо, будь это физическое лицо или юридическое лицо, она проводит таможенную процедуру, то есть оформление, определенные штрафы оплачивает, допустим, физлицо 7500 сомов, юрлицо 23 тысячи сома, и есть и другие показатели, и с уплатой причитающихся таможенных платежей. Допустим, за 200 тысяч сомов, если стоимость товара 200 тысяч сомов, ну, сопредельные государства, Узбекистан, Таджикистан, взимаются платежи с этих государств только НДС 12%, значит, от 200 тысяч будет 24 тысячи сомов платежей. В двойном размере 48 тысяч. Это минимум 24 тысячи в казну оплачивают, ну, максимум, если это экономическая контрабанда, 48 тысяч. Все, платежи оплатили, уголовное дело прекращено. А данная статья, которую мы предлагаем, она предлагает жестко. Еще раз повторюсь, конфискация товара и транспортного средства. И получается, вот в этом и различие. Благодаря этим мерам бюджет опять же не пострадает. Штрафы ведь все равно будут и все равно идут в бюджет. Штрафные санкции тоже ужесточаются, там суммы Еще в больше. разы больше. И плюс вот дополнительные меры, конфискация, она тоже ужесточается достаточно. Это мы к чему? Это все цель внедрения этой статьи, чтобы упорядочить и призвать субъекты внешнеэкономической деятельности, чтобы они вели законный внешнеторговый оборот. Импортировали законно и экспортировали законно. Тогда этих мер, соответственно, применяться не будет. Спасибо. Алмазбек Зарлбекович, у вас там есть еще одна норма, что если это делает, не дай бог, чиновник, должностное лицо, то запрещается занимать определенную должность. Да, я вот до этого как раз отметил то, что действующая норма на сегодняшний день, она позволяет в том числе и должностным лицам уйти от уголовного преследования. Ну, я, конечно, сейчас простым языком объясняю, чтобы телезрители поняли, да? Да, конечно. Значит, если подозреваемый, да, субъект экономической деятельности, вот он добровольно уплачивает двойной таможенный платеж, независимо от величины, да, от стоимости предмета контрабанда, независимо, это будет, пусть это будет первая часть, пусть это будет вторая, третья или четвертая часть 231 статьи. Если он уплачивает добровольно двойной таможенный платеж, там, причитающий там, пени, штрафы, то тогда он уходит от уголовного преследования. То есть уголовное дело прекращается полностью. Тем самым от ответственности в том числе уходят и должностные лица, которые подозревались в соучастии этого преступления. Вот действующая норма, вот она вот, мы вот здесь видим правовую лазейку, да? Поэтому в целях ее устранения мы вот принципиально усилили 3-ю и 4-ю часть 231 статьи. То есть там, значит, возможность, уплатив таможенный платеж, уйти от уголовной ответственности уже ее нету, она полностью лишается. И плюс, значит, она только, правонарушения предусмотрены в 3-й и 4-й части, там только уголовное дело, только суд и только по решению суда, значит, принимается решение. Вот в этой части, в 3-й и 4-й части мы уже закладываем, повышаем персональную ответственность должностных лиц, которые подозреваются в соучастии, вот, допустим, экономической контрабанды.
Вот в этой части мы как раз-таки ее усилили. То есть на сегодняшний день, если факт экономической контрабанды будет зафиксирован, независимо это в пунктах пропуска, вне пунктах пропуска, и по тяжести, по стоимости предмета контрабанды это будет подпадать под 3-ю часть или 4-ю часть этой статьи 231, то там вкупе уже, значит, субъект предпринимательской деятельности, он свою ответственность несет, а должностные лица, которые содействовали, да, этому виду преступления, они также будут нести свою ответственность. Улан Ашимович, насколько нужна вот эта персональная ответственность должностных лиц? Как часто они замешаны в организации контрабанды? Ну, относительно должностных лиц. Эта статья работает, 231. В отдельно еще статьи есть Уголовного кодекса. Допустим, статья злоупотребления, халатность или коррупция. Ну, это уже работа органов следствия. Вот, и, конечно, окончательное решение – это в любом случае решение суда. А насколько быстро проходит вот этот процесс конфискации груза? Потому что бывает же и скоропортящиеся товары. Вот что в этих случаях делать? Да, ну, вы хороший вопрос задали. Я, значит, повторюсь, что при разработке данного законопроекта, это была межведомственная группа, как раз-таки вот эти случаи мы также учитывали. Значит, в случае принятия, то есть в случае вступления в силу предлагаемого законопроекта, значит, будет разработан соответствующий подзаконный акт, который будет утвержден, ну, нормативно-правовой акт, который будет утвержден постановлением Кабинета министров. Может быть, это будет положение, может быть, это будет инструкция, которая полностью будет регулировать, то есть где будет прописан весь механизм, порядок, значит, конфискации предмета контрабанды. Там также будет, значит, учтен, или, может быть, это будет как отдельный раздел, именно порядок конфискации скоропортящихся товаров. Концепция пока она на стадии обсуждения. То есть мы еще этот законопроект сейчас не приняли, он не вступил в силу, но предварительно мы уже эту часть тоже прорабатываем. И в случае конфискации скоропортящихся товаров, значит, здесь мы видим механизм, что государство, согласно действующему вот этому, в случае принятия, да, законопроекту, согласно принятому Кабинетом министров постановлениям, там будет расписан механизм, значит, скоропортящие товары будут конфискованы в доход государства, не дожидаясь судебного решения, но с оговоркой, что, значит, в случае, если суд выносит решение о том, что данный факт это не экономическая контрабанда, то есть если факт экономической контрабанды будет не доказан, то государство будет, значит, будет возвращать стоимость конфискованного товара. То есть на момент конфискации в установленном порядке будет определена стоимость конфиската. Вот. Это делается в целях того, чтобы скоропорт был как бы использован с выгодой для государства. Что в случае, если надо будет возвращать стоимость, то тогда уже государство, это будет определенный уполномоченный орган, будь это, может, полномочное представительство региона, но это еще вопрос открытый. И вот уполномоченный орган уже в установленном порядке будет возвращать, значит, стоимость этого конфискованного груза, товара. Но если судебное решение выносится, что да, это был факт экономической контрабанды, тогда все, здесь конфискованный скоропортящийся товар, он уходит в доход государства. Вот концепция примерно такая. Хотел бы добавить то, что предоставил информацию Алмаз Зарылбекович. Вот там сразу у телезрителей или у бизнеса возникнет вопрос, как будет определяться стоимость товара? Да, или таможенная стоимость товара, да? Вы же говорите, конфискация, скорость, оперативное решение по данному факту. Ну, для оперативного решения предварительно у нас механизм отрабатывается, предварительно это уже прописано, вот именно в части определения стоимости товара. Уполномоченный орган – это таможенный орган,
И торгово-промышленная палата тоже имеет право проводить экспертизу и определять стоимость товара. У таможенного органа есть 6 методов определения таможенной стоимости. Это по цене сделки, с идентичными или с однородными товарами, ну и так далее, и так далее. У ТПП тоже. Какой механизм Кабинет министров заложит, этот механизм будет работать. Мы тоже заинтересованы, знаем, что здесь при конфискации товаров, особенно скоропортящихся товаров, нужна оперативность. Да. Потому что это скоропортящийся товар. Оперативно принять решение, оценить, конфисковать, то есть передать в следственные органы, суд и оперативно принять решение. Этот механизм отрабатывается, я думаю, она будет слажена. Я вот обращу внимание, это на стадии пока разработки. Да, это пока законопроект. Да, это еще механизм не принят. Ну, я имею в виду порядок конфискации, да. То есть мы вот забегаем чуть вперед с учетом вашего вопроса, и поэтому даем пояснение, что в случае принятия, в случае, если конфиската скоропорта, то мы вот примерно такое решение видим сейчас. Давайте теперь о изъятии или, как говорится, компенсации орудия контрабанды автомобиля. Часто бывает такое, что перевозит совсем другой человек, перевозчик, водитель. Получается, он тоже будет наказан? Хороший вопрос задали, да. Вот как раз вот, пользуясь случаем, тоже хотели бы дать пояснение, что орудие преступления, понятие орудия преступления мы вводим в нашем законопроекте. Я еще раз повторюсь, что решение о конфискации будет приниматься судом в случае, если это, значит, органы дознания докажут, что действительно это факт экономической контрабанды. И если в случае вынесения судебного решения о конфискации орудия преступления, то есть транспорта, и там окажется так, что владелец этого транспорта, да, значит, хозяин этого транспорта, ну, владелец, хозяин этого транспорта, может быть, будет заявлять, что он не имеет отношения к факту контрабанды, то там вступают уже гражданские правоотношения. То есть здесь никакой, значит, претензии в части, если это в пунктах пропуска, да, например, происходило преступление, то никакой претензии к водителю со стороны органов следствия не должно быть. То есть законопроект это не охватывает. Там, если в случае конфискации транспорта, то там, значит, именно подозреваемый, который хозяин груза, который совершил эту контрабанду экономическую, он уже будет возмещать владельцу транспорта. То есть поэтому здесь уже, значит, наши граждане должны быть аккуратны в этом плане. И когда, если, например, они предоставляют свой транспорт для аренды, там, перевозки грузов, то это должно соответствующим образом быть оформлено, какие-то договора должны быть, и там обязательно должен быть пункт, что если в случае выявления факта контрабанды, перевозки контрабандного товара на его машине и в случае конфискации, то организатор этой контрабанды, субъект предпринимательства, он должен возместить ущерб владельцу авто, машины. Вот примерно вот такое соглашение, такие договорные обязательства, они уже должны иметь место. Ну а если факт контрабанды экономической совершается вне пунктов пропуска, ну здесь в априори уже понятно, что водитель, который сидит за транспортом, который перевозит контрабандный груз, экономическая контрабанда, вне пунктов пропуска, но он уже соучастник преступления, потому что он в неустановленном месте провозит груз. Он уже должен понимать, что он уже поневоле становится соучастником данного вида преступления. Поэтому Спасибо. Он должен тоже нести соответствующие... Улан Ашимович, а вот как у нас сейчас с уровнем ответственности, персональной ответственности водителей именно? Ну, вот, в данном, И повысит такая норма ли ее? На сегодняшний день уровень ответственности такой, что в принципе нет ответственности. Да? Почему? Потому что эта статья работает, скажем так, очень гуманно. В части чего? В части вот, именно по этой статье, по контрабанде. Водитель завез определенный товар помимо таможенного контроля, вне пунктов пропуска. Он уже заранее знает заведомо, что в крайнем случае он оплатит двойные платежи. И оплатит
ну, определенные штрафы, которые они четко знают. Им, я думаю, это не больно, поэтому не боятся. Вот, сплошную идут окольными путями, вне пунктах, по горам, по тропам. Поэтому у нас была безвыходная ситуация. Конечно, это очень долго обсуждалось, дискутировалось разными правоохранительными органами, в том числе Минюст, непосредственное участие на них. И пришли к этому. На данном этапе нам надо ужесточать. Да, эта вот мера касаемо повышения ответственности водителей, она исходит из рекомендаций вот именно уполномоченных органов, практиков, да? Потому что, вот как Улан Ашимович отметил, на сегодняшний день вот двойной платеж оплатил и все, человек уходит от ответственности. Это, мы считаем, это расхолаживает, во-первых, то есть понижает персональную ответственность. Люди, которые занимаются перевозом предмета экономической контрабанды, они практически не боятся этой нормы. На практике получается, допустим, вот в Баткенской области груз идет, погранслужба зафиксировала, остановила, выявляется, что никаких документов нет, и причем водитель, он признает, да, говорит, груз соседней республики, он это все признает, они все актируют, да, пограничники. Потом через 1,5-2 часа видят, эта машина благополучно дальше едет. Оно еще предлагает, давайте я вас подвезу, да, например. То есть этим самым уже и со стороны уполномоченных органов, да, уже как бы вот этот функции надзора, контроля, они ослабевают, потому что они уже знают, что максимум, что будет, это двойной таможенный платеж, и он дальше поехал. Поэтому вот здесь именно норма в части орудия преступления, она очень тоже была принципиальна, и это такая настоятельная рекомендация наших практиков именно вот с тех регионов была. Да? Спасибо. Улан Ашимович, двойной платеж, это сейчас какая сумма, чтобы наши зрители понимали, вот оплатив, сделав такую выплату, контрабандист, он что-то у него остается, какая-то экономическая выгода? Ну, это только они знают, но я думаю, при двойном платеже, скорее всего, экономической выгоды не остается. Не остается, да? По крайней мере, они со своим товаром остаются, со своим транспортным средством остаются, и нет, вот чувства ответственности нет, чувства боязни нет. И спокойно могут работать, продолжать. Сегодня поймался, завтра, возможно, он проскочит, потому что это к чему в основном на юге же у нас демаркация, делимитация не полностью завершена. Да. Ну, эти моменты тоже есть, что недобросовестные, скажем так, участники бизнеса занимаются контрабандой. Вот в этом законопроекте я нашла отдельное наказание с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Вот ваши сотрудники часто становятся пострадавшими? Бывает. К сожалению. Это да, оперативная работа. Они работают днем и ночью. Разные ситуации бывают. Да. Такое бывает, но у нас, конечно, всегда контрмеры есть. Мы правоохранительный орган, таможенный орган. Соответственно, мы можем применять в определенных случаях и физическую силу, спецсредства. В крайнем случае можем применять оружие. Спасибо. Алмазбек Зарылбек, что в таких случаях предусмотрено законопроектом? Какое наказание? А в каких случаях? Если при задержании, при осмотре, вернее, контрабандист оказывает воздействие физическое. Да, это вот как раз таки третья, четвертая часть 231 статьи, она как раз охватывает и этот случай. Если вы там прочитали, там идет перечисление. От 5 до 10? Нет, перечисление правонарушений. То есть это если должностным лицом, это если группа лиц по предварительному сговору, с применением силы. Да? Вот, то есть вот эти все моменты, нормы, они заложены в третьей части и в четвертой части. То есть там, конечно, вот с учетом вот этих вот факторов, что, например, может быть применена сила, да? То есть действующее законодательство, получается, даже если с применением силы было правонарушение, он в итоге оплачивает двойной таможенный платеж, у него есть большая вероятность уйти от ответственности. То есть, если применение силы без последствий, там, без тяжких телесных повреждений, то он может спокойно уйти от ответственности. Поэтому вот именно это принципиальная была позиция нашей группы, что
третья часть, четвертая часть 231 статьи, она должна быть максимально усиленной, потому что мы охватываем ответственность должностных лиц в этой сфере и охватываем именно организаторов этого вида преступления, вот касаемо вот, трансграничный характер, по предварительному сговору группой лиц и с применением насилия там есть норма. Вот поэтому мы вот эту часть максимально усилили. Давайте теперь про увеличение штрафов. В законопроекте сохранено ли вот это разделение штрафы по уголовному кодексу и штрафы по кодексу правонарушения? Да, конечно. Давайте с уголовного начнем. Да, с уголовного, большие, наверное. да, с уголовного получается, ну если так к цифрам обратить внимание, то получается вот действующие штрафы, да, например, в части 1 231 статьи, там действующие штрафы были от 300 до 600 расчетных показателей. Если это в сомовом выражении сказать, то это от 30 тысяч сомов до 60 тысяч сомов. Это действующая норма. Мы ее подняли от 100 тысяч сомов до 120 тысяч сомов. Ощутимо. Да, мы ее подняли. Также в части 2 231 статьи действующие расчетные показатели это от 60 тысяч сомов до 100 тысяч сомов. Мы это подняли от 120 до 150 тысяч сомов. Расчетные показатели подняли. Но здесь я еще раз говорю, ужесточение идет в части того, что мы лишаем возможности ухода от уголовной ответственности, заплатив двойной таможенный платеж. То есть это все совокупность идет. Штраф плюс, значит, лишение возможности уйти от уголовной ответственности путем выплаты двойных таможенных платежей. Вот. Также в кодексах о правонарушении, значит, мы подняли ставки штрафов, предусмотренные, да, кодексом о правонарушениях. Я еще раз скажу, что экономическая контрабанда это от 500 тысяч и выше, а значит, экономические преступления в сфере вот, экономической контрабанды до 500 тысяч, они регулируются вот, кодексом о правонарушениях. Там мы, значит, из общего перечня штрафов, в 31 статье Кодекса о правонарушениях были прописаны штрафы, в каких случаях какие штрафы, ну, административного характера штрафы. Мы оттуда, значит, отдельно выделили, значит, правонарушения в сфере экономической контрабанды и также подняли соразмерностью с Уголовным кодексом, подняли ставки расчетных показателей. Вот, там тоже, значит, подняли, да? И плюс мы отдельно ввели, значит, статью 372 прим. 1, где четко прописали, значит, расчетные показатели от скольки до скольки. То есть мы там прописали, что, значит, они не могут превышать 600 расчетных показателей, ну, фиксированные, не могут превышать 60 тысяч сомов. Вот. А, значит, минимальный порог, он идет от 10 расчетных показателей. То есть вот эту норму мы конкретизировали в кодексах о правонарушениях. Да. Спасибо. Улан Ашимович, что вы думаете по поводу вот такой идеи поднимать штрафы? Ну, мое личное мнение, конечно, это сейчас более-менее приведет к дисциплине лиц, которые занимаются бизнесом именно в сфере внешнеэкономической торговли. Люди будут дисциплинированы, законопослушны и будут относиться к своей работе более серьезно. Наша цель вот то, что мы ужесточаем статью 231 и некоторые статьи Кодекса о правонарушениях. Цель какая? Цель упорядочить, максимально легализовать бизнес, чтобы была здоровая конкуренция у бизнеса. Потому что как получается? Контрабандисты убегают от налогов и таможенных платежей, а добросовестный бизнес, он уплачивает все платежи, при этом они не конкурентоспособны с теми же контрабандистами. Приводим к легализации, к ведению честного бизнеса, скажем так. Если смотреть на статистику, то больше всего нам пытаются завести или вывести контрабанда. Какие виды товаров? Ну, больше всего, вот, к сожалению, хотя объемы там в сопоставлении не очень большие, в данном случае получается наша соседняя республика Таджикистан, хотя она с прошлого года полностью закрыта на экспорт
запрет на экспорт и импорт, перемещение товаров через границу с соседней республикой. Но окольными путями какие-то лазейки находят. Мелкие партии, но именно по количеству больше получится. В суммарном отношении, конечно, в суммарном отношении это другие государства. Скажем, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Турецкая Республика. В суммарном отношении те страны по нарушениям у них больше. В суммарном отношении именно в части таможенных платежей. А по количеству вот, Баткенская часть и часть Узбекистана, скажем так, границы. То есть, если Да, обратить статистика внимание такая, на статистику, то количество правонарушений, конечно, это вот именно Баткенская область, она на первом месте по количеству правонарушений, потому что там, к сожалению, вот до сегодняшнего дня еще у нас линия границ до конца не очерчена, демаркация еще не прошла, поэтому вот это порождает много проблем. Поэтому я вначале же отметил, что есть соответствующее распоряжение Кабинета министров, и на сегодняшний день принимается комплекс мер. То есть там работают на сегодняшний день межведомственные мобильные группы. И наряду с этим, вот, значит, мы разработали данный законопроект, который, если в случае принятия, то он также усилит работу, направленную на пресечение фактов экономической контрабанды. В законопроекте достаточно большая сумма указана, 100 тысяч сомов за повторную контрабанду. Это уже профилактическая мера, да? Да, если это одним и тем же лицом, значит, это до 150 тысяч сомов. Даже да, 150. Да. Это если одним и тем же лицом повторно совершается этот вид преступления, ну, предусмотренный в рамках Кодекса о правонарушениях. То есть это если до 500 тысяч предмет контрабанды составляет, и, значит, один раз его остановили, если он повторно совершает, то там штрафы уже поднимаются, да? Да, именно я хотел бы добавить вот, по нарушениям повторным. Будь это уголовное нарушение, будь это административное нарушение. Таможенные органы именно по процедуре таможенного оформления полностью автоматизированы. Вот, пользуюсь эфиром, чтобы бизнес знал, простые граждане знали. Полностью автоматизировано, и любое правонарушение, оно будет автоматически попадать в базу данных таможенной службы. Там у нас идет категорирование, будь это физлицо, будь это юрлицо. Категорирование предусматривает, если это лицо нарушило однажды, она попадает уже в красный коридор. Есть желтый коридор, есть зеленый коридор. Зеленый коридор — это там можно делать автовыпуск, условно. Красный коридор — те, кто нарушили. Что это значит? Красный коридор — это значит, лицо в следующий раз уже будет завозить, она будет под пристальным вниманием таможенной службы. Будет проходить все процедуры таможенного контроля, начиная от документального контроля, заканчивая выпуском и стопроцентным досмотром товаров и транспортных средств. Под это, я думаю, многие бизнесмены не захотят попасть. Это тоже один из таких сдерживающих факторов от нарушения таможенных правил и контрабанды товаров и транспортных средств. То есть просто заплатить тоже не получится. В следующий раз будет Да, очень уже сложно. категорирование в красный коридор попадает. Когда депутаты заслушивали этот законопроект, предложили предусмотреть норму о покушении на контрабанду. Вот что в этом русле можно сделать? Да, это предложение было озвучено. Значит, мы это предложение еще раз с точки зрения НПА мы еще раз изучим. Да, она имеет место быть. То есть на сегодняшний день практика показывает, что наряду с фактом совершения этого вида преступления, да, также и зачастую практика показывает, что идет приготовление, да, к этому виду преступления. То есть создаются подпольные склады, куда аккумулируется очень большое количество товаров, да, например. И вот в этой части мы сейчас, значит, изучим полностью. И по мере необходимости, конечно, будем вносить отдельным законопроектом поправку. Спасибо. Да. Улан Ашимович, какие меры сейчас предпринимает таможенная служба для того, чтобы предотвратить, не бороться с контрабандой, а вот предотвратить ее?
кроме этого законопроекта? Законопроект, понятно, очень сильный и скоро вступит в силу, многое отпадет, само собой. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. В принципе, основная работа наша, именно правоохранительная часть таможенной службы, идется именно профилактические меры. Идет профилактика. Это анализ всех рисков. Я же вот еще раз повторюсь, у нас вся процедура таможенная, процедура оформления полностью автоматизирована, поэтому нашим сотрудникам очень удобно работать в режиме единая база, все видят, могут прослеживать. Есть системы генерации отчетов, ну и так далее, система управления рисками. Идет аналитика, и вот эта борьба профилактическая, что приносит свои плоды. Это, конечно, сейчас двумя словами я не могу, это довести сложно. Это только результаты, наши результаты работы за последние 1,5 года, скажем так. Это уже показывает четко. Динамика роста таможенных платежей растет только вверх. Качество администрирования улучшается. Качество декларирования это и дает, соответственно, свои плоды. Конечный результат – это увеличение таможенных платежей. Это одно из направлений профилактики мероприятий нарушения таможенных правил. И, конечно, контрабанда. Спасибо. Дополнение, да, если можно, Давайте, вот вы сейчас хороший вопрос задали. Вот какие меры принимаются, да? Но здесь я вот до этого отметил, что на сегодняшний день Кабмином, Кабинетом министров, проводится комплекс мер по снижению экономической контрабанды. И одна из действенных мер – это то, что на сегодняшний день в Баткенской области функционируют мобильные группы. Межведомственные мобильные группы, создаются посты внутри страны, это вдоль линии границ. Вот почему я хочу, пользуясь случаем, акцентировать внимание, потому что очень много вопросов, чуть-чуть есть недовольство со стороны, как и со стороны депутатов, так и жителей. Зачем нужны эти посты, зачем вы усложняете жизнь, да, например, жителей того региона. Но это сегодняшняя необходимость. То есть цель этих мобильных групп межведомственных, там работают ГКМБ, таможня, Министерство внутренних дел и налоговая служба. Цель – это мониторинг передвижения товаров. То есть, вот как тот депутат сказал, касаемо приготовления, да, покушения на контрабанду. Вот цель – это мониторинг передвижения товаров. То есть в приграничной зоне, например, маленький населенный пункт в приграничном, да, районе, например, с сопредельной страной, аккумулируется, свозится в подпольные склады очень большое количество товаров. То есть такой объем там практически он не нужен, да? Но тем не менее они складируют, границы закрыты. Спрашивается, зачем? Вот как раз таки задача вот этих мобильных групп выявлять вот эти подпольные склады, потому что природа экономической контрабанды в Баткене, она именно таким образом построена, что у нас, что у соседней республики. Создаются подпольные склады, аккумулируется большое количество грузов, и потом малыми партиями они начинают перевозить через государственную границу. Вот эти мобильные группы, как профилактика, они на сегодняшний день работают, и довольно ощутимые результаты есть. И если сейчас этот законопроект будет принят, то это будет хорошим подспорьем для работы вот этих вот мобильных групп, да, как профилактика. Да, можете еще 30 Я хотел секунд дополнить. Добавить, вот именно по мобильным группам, сразу вопрос у телезрителей будет, на каком основании они работают. Да. Есть совместный приказ Государственной таможенной службы, Государственного комитета национальной безопасности, Госналоговая служба, Министерство внутренних дел и местная администрация Баткенской области. 5 государственных органов. На основании совместного приказа наши сотрудники работают. Мобильные группы, которые передвигаются по периметру, и мобильные посты. Спасибо большое. Пожалуйста. За то, что пришли и рассказали нам все. Контрабанда – это преступление особой опасности, причем оно опасно не только для экономики, но для государства, суверенитета и государственности в целом. Поэтому и наказание должно быть соответствующим. Это была программа «Акцент» на телеканале «Пирамида». С вами на все времена.